Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я в гостях у Аркадия Орешникова, и тема, которую мы сегодня хотим с Аркадием разобрать, это взятие Казани, как все говорят. Но я считаю, эта тема не взятие Казани, а именно падение Казанского ханства, которое произошло 2 октября 1552 года, это по старому стилю, а по современным датам это 15 октября. Потому что мы знаем по историографии, что это был день Киприана и Устиньи, православных святых, в честь которых после падения в этот же день была срублена церковь с той стороны, где сейчас находится Спасская башня, с этой стороны. Но для того, чтобы разобраться в причинах падения Казанского ханства, нужно понять вообще, как было обустроено это государство и какие причины привели к тому, что ханство, одно из сильнейших государственных, таких мощных государств внутри Поволжья, пало. Но для этого нужно вернуться к тому, что, во-первых, Казань, как столица, была образована не здесь, где мы сейчас привыкли, наш Казанский Кремль. Территория Казанского Кремля – это северный форпост Волжской Булгарии, то есть это территория, которая охранялась Волжской Булгарией. И уже после того, как у нас начинается образовываться Орда, потом она распадется на несколько орд, в том числе та самая Золотая Орда, в которой в последующем Баты, как правильно, или у нас у русских Батый, она будет разделена им лично на 14 удельных княжеств, между родственников поделено. А уже после его смерти, то, что завещал великий Чингисхан объединить земли и единое управление, будет нарушено последующими его наследниками, и вот эта раздробленность в последующем и приведет к тому, что со временем и территория Волжской Булгарии станет частью Золотой Орды. Но предыстория такова, что вся эта созданная империя, такая как империя Чингисхана, ее главной задачей было то, что Чингисхан к 40 годам объединил все племена монгольские. Среди них было такое племя, как татарское. Его вторая жена была из этого племени. И объединив все эти племена, он начинает завоевательный поход с той целью, чтобы контролировать все торговые пути и получать с этого пошлину. То есть в 9 лет он остался сиротой, в 19 он встал во главе своего рода, и в течение 20 лет шел к тому, что в один прекрасный день он получил этот титул Чингисхан. А при рождении его имя был Темуджин. И уже его внук, тот самый, который на Руси мы называем Батый, хан Бату, идет с войной на племя меркитов. Это единственное племя, которое не попало под власть Орды. А меркиты были, кровными врагами монгольских племен, потому что в свое время жена Чингисхана, тогда он был еще Темуджин, Олуэн, была похищена меркитами. И только через 6 месяцев он ее, освободил из плена. И именно после освобождения из плена и рождается его наследник первый Джучи. Он признал законность его рождения, но в племени считали, что он, может, и не его-то сын. И поэтому, чтобы избежать эти все последующие распри, он после себя назначил наследником третьего сына, если не ошибаюсь, Угидея. А фактически должен был быть старший сын Джучи. И в последующем эта вся территория, которая будет захвачена, будет Улус Джучи называться, это практически от Иртыша и до Черного моря. Это Азов, прочее, это вся территория, все степи. А произошло это так, что когда начинается борьба с меркитами, меркиты начинают отступать и просить помощи у половцев. Силы неравномерные. Половцы скачут на Русь, просить помощи уже у своих союзников, у русских князей. И так они доходят до территории современной Донецкой области. И происходит там та самая знаменитая битва на Калке, где русское войско, русско-половецкое, будет разбито. И после этого меркиты попадают уже под влияние, под власть тоже Золотой Орды. И возвращаясь уже обратно, Батый и идет захватывать
такое государство, как Волжская Булгария, через которое и шли все основные торговые пути. Тот самый, как вот мы по школьной программе нас всегда учили, торговый путь из Варяг в Греки, он шел из Варяг в Булгары. То есть сначала был из Варяг в Булгары, Скандинавия, а потом уже дальше из Варяг в Греки. И именно Волжская Булгария была центром торговых путей как на западные государства все, так на Китай и на Азию. То есть вот полностью все расходилось. И поэтому интерес был именно к Волжской Булгарии, как к центру, контролирующим все торговые пути международные на тот период. Но защита границ была в Волжской Булгарии очень продумана. И уже когда Батый подходил с войском, уже войско булгарского хана было готово к обороне. И поэтому была разбита армия Батый-хана. Он отступает, но возвращается через несколько лет. Это получается 1236 год. И вот уже Волжская Булгария полностью разгромлена армией Батый-хана. И уже следующий год идет на Русь. А именно для того, чтобы захватить Русь, Батый, нужно было сначала победить Волжскую Булгарию. И потом уже Русь, а следом за ней идет и Европа. Вот с этого у них начинаются все эти дрязги-передрязги. И Волжская Булгария была разгромлена, но столица на тот период именно Золотой Орды станет Булгар. Вот наш тот самый Булгар становится столицей Золотой Орды. Древний город Булгар, он был небольшой, это не в том размере, как мы сейчас вот представляем, а намного меньше. И именно он расширился в период правления, уже когда Золотая Орда правила. И вот уже захваченная территория Волжской Булгарии, а все мы знаем, Волжская Булгария – это город Булгар и вот эти окрестности. На сегодняшний день вот сохранились руины, там музей-заповедник, и желающие всегда могут посмотреть. И очень интересное место, где Тропа ханов называется. Это именно там, где хан спускался к Волге, где он встречал послов для того, чтобы принять ислам. И захватив территорию Волжской Булгарии, именно, как сказать, столица становится Булгар, а столица Волжской Булгарии становится город Беляр. Вот на сегодняшний день, где у нас Беляр находится, руины есть Белярово городище, это вот как раз столица и была булгарского государства после падения. Булгарское государство было развитое, то есть это не в том понимании, что какой-то этот крупный торговый центр. Здесь, как сказать, шли все караваны. Высоко развита была медицина, образование, это надо учитывать. То есть те трубы с подогревом, они были уже в Булгарском княжестве. И общественные бани, чтобы все всегда чистые были и не пахли. Это все было уже в то время. И после вот захвата долгое время становится столицей Золотой Орды именно город Булгар. А князья начинают, вот местная знать, постепенно вытесняться с этой территории. И уже со временем булгарские князья уйдут из Закамья, эта территория у нас Закамьем называется, уходят в Заказание и в Предказание. Вот наша Казань, то есть Заказание – это современный Арский район, Предказание – это чуть-чуть вот сюда, Верхнеуслонский район. И вот эти территории начинаются обживаться уже новыми жильцами, то есть это переселившиеся князья с семьями-слугами. И поэтому вот этот наш форпост становится уже центром булгарского княжества, и городище было вот на территории современного НКЦ, где сейчас у нас открывается новая библиотека. Это бывший Федоровский бугор за зданием Госсовета, за бывшим обкомом партии на берегу Казанки. Это вот как раз Искешехер называется, старое городище. Именно там и жили люди. И было большое поселение на территории, в районе, как бы я сказала, нашего Воскресенского монастыря, это на Кабане, на озере Кабан, то есть за Танковым кольцом. И наверху на горе, где находится наш Воскресенский монастырь Казанский, это территория булгарских князей была. И именно вот сам монастырь стоит на кладбище булгарских князей. Там во время раскопков были обнаружены вот эти надгробные плиты, относящиеся как раз к тому периоду, когда из Булгар переселились в Казань. И вот на тот период наш город назывался Булгар-Аль-Джадид, но со временем это название не прижилось.
И в течение последующих столетий, это уже особенно в правлении, когда полководцем станет у монгол, во главе войска станет Тамерлан, он пойдет с войной на Волжскую Булгарию, а это территории были большие, это не та территория, вот как бы маленькая мы представляем, Спасский район, это большие земли. И когда пойдет с войском, он пройдет через современную территорию Елабуги, и вот на впадении реки Тоймы он отдаст дань памяти своим предкам, это уже зафиксировано. Не надо забывать, что Тамерлан ходил в походы всегда в сопровождении историков, которые подробно записывали в стихотворной форме все его походы, то есть добыча, войско, прочее, прочее. Это все оформлялось, и всегда его сопровождала его жена, Мелик, если я не ошибаюсь, Мелик Юлдус, по-моему, если так правильно. И Тамерлан в 91 году, когда нападает, именно вот здесь он и будет ранен стрелой в ногу, после которого он и получит свое прозвище Тамерлан именно, хромое железо. То есть после ранения вот он будет прихрамывать, и вот именно это на территории Волжской Булгарии. Через 4 года он опять вернется сюда и полностью истребит. И уже не останется ни одного города. Один из крупнейших городов был Джукитау, это Липовая гора, она напротив современной города Чистополь, это в районе Чистополя, но визуально противоположная сторона берега реки. И уже все вот как бы основное население, во время первого захвата оно уже было выведено из города на строительные работы. То есть, когда монголы захватывали какой-то город, люди, обладающие хорошей профессией, такие как ювелиры, строители, уводились в Орду на работы. И поэтому уже через где-то, получается, в 1260 году новой столицей становится Сарай-Бату. Это район современный, где-то вот Астрахани, в радиусе 100 километров, вот эта столица была Золотой Орды туда перенесена. И строилась она именно булгарскими мастерами. В последующем ее Тамерлан истребит. И уже когда переселились основное население, и практически от территории нашего булгарского государства ничего не останется, последней каплей вот в это уничтожение будет 1431 год, когда русский князь Федор Пестрый по заданию, как сказать, своего княжества полностью сравняет с лицом земли оставшиеся там поселения, и тогда уже все население уйдет. И вот ушедшее население вместе с князем булгарской династии организует вот эту новую столицу в местечке, которое мы сейчас называем Иске-Казань. В настоящее время от этого поселения ничего не осталось. Это именно вот находясь там, вы и поймете, что котел, как переводится Казан, именно там. Вот огромный котел, где был вот этот город, там есть памятный знак, память о том, что здесь когда-то и была столица. А два знаковых места на этой территории, это когда вы переезжаете реку Казанку, справа будет указатель могилы Гайша-Бике, это сестра последних правителей, и уже подальше такое знаковое место для мусульман по Волжье – это родник Муллы Хаджи. Это был полководец, который был мужем Гайша-Бике и правой рукой правителей. И вот, деля вот эту территорию Волжской Булгарии, как ордынцы часто самовольно присваивали себе эти земли. Вот захотел он ханом быть, переругались они все, вот он взял территорию, какой-то кусок большой Волжской Булгарии и объявил себя ханом. И таких было периодов много. Но в последующем получается вот такая история. У нас был такой в истории известный хан Тохтамыш, который в один период жил тот же самый, когда Тамерлан, и Тохтамыш это тот самый, который у нас пошел походом на Москву. Это известное историческое событие. Вот у Тохтамыша был внук, который был прямым наследником именно так, как завещал Чингисхан. Его внук был Улуг Мухаммед. Улуг переводится как «старший», потому что было еще второй Мухаммед, который младший, всегда наследником считается старший. И вот эти две линии династические, они в последующем будут враждовать. И вот Улуг Мухаммед, потомок Тукай-Тимура, а Тукай-Тимур – это 13-й внук от Джучи, то есть, получается,
Джучи старший сын, и вот 13-й сын, которые по закону Яссы Чингисхана были признаны законными наследниками, и дал вот эту родовую ветку, которая в истории называется Тукай-Тимуриды. Тукай-Тимуриды правили Казанским ханством, Крымским ханством. К этой династии относятся Шейбаниды, которые Сибирью правили, тот самый Ибак и Кучу, хан Кучу. Это вот вся одна династическая ветка, которая идет от Тукай-Тимура. И представителем вот этой династической ветки был внук хана Тохтамыша Улуг-Мухаммед. Он претендовал на правление Золотой Орды. Он дважды был ханом Золотой Орды, потом теряет он Золотую Орду, это более подробно можно в другой раз об этом говорить, и уходит в такой район, как Крым. Крым принадлежал его родне, то есть теоретически. Это была тоже во время захвата, вот когда я говорила, битва на Калке, вот территория вот эта и ушла под Крым. И там правила его тетка, получается, Джанике. И Улуг-Мухаммед начинает, уже оставшись без Золотой Орды, он претендует на Крым и отправляется в Крым править. Но там, устанавливая свои порядки и законы, он не поладил с местной знатью. И его должны были просто убрать. Потому что на тот период Крым распоряжался, кто будет править. Ой, простите, не Крым, а Турция распоряжалась, османы. И вот это распри, чтобы избежать, он забирает своих близких соплеменников, семью, войско и уходит на территорию Руси. И приезжает, по-русски сказать, в Подмосковье, грубо говоря, в Тульскую область, и обращается к великому князю Василию II с просьбой выделить ему в Заокской Мещерской стороне свободные земли. Почему именно к Василию II? Василий II когда-то, оставшись наследником, на русское княжество претендовали его дяди, которые хотели его сместить. Василий II едет в сопровождении там, приближенного в Орду, и именно правление на княже ему дает Улуг-Мухаммед, именно ему дает, Василию II. И вот из расчета того, что в свое время он дал приоритет ему, он попросил у него выделить ему незанятые территории в Заокской Мещерской стороне. То есть немножко география была другая. Русь в основном заканчивалась уже около современного города Мурома. Дальше уже были территории спорные, то есть то они вот Булгарской династии принадлежали, потом часть территории была не занята, часть какая-то принадлежала Крыму, и не надо забывать, что 122 километра от Тулы был город Белев, который принадлежал на тот период Литве. Литва, то есть, вот тоже была близко к границам. И рассчитывая на такой, так сказать, баш на баш, он отправляет посла с просьбой выделить ему. На что ему князь Василий II отвечает, что уходи с нашей земли. На этот период надо учитывать, во-первых, всегда возраст князей. Князю было 22 года, а Улуг-Мухаммеду 32 года. И Улуг-Мухаммед, выслушав, как вот по летописи говорят, пишут вот этот ответ, ничего не ответил, а предложил Василию II самому платить дань, как когда-то Василий II платил ему дань, когда он давал ему ярлык. И предложил даже выплатить ему полностью всю дань, которую тот ему платил в те года. Но дань, надо учитывать, платилась не только в денежном эквиваленте. Это было оружие, это было драгоценности, это были ткани и натуральные продуктами, как говорится. Дань была в разных формах. Но особенно ценным был мех. И поэтому такая денежная единица была кун. Это шкурки меховые, были как денежной единицей. И отправляя посла вот с таким предложением, он еще предлагает своего старшего сына в заложники. На это ему отвечает так, что против вот 3000-го отряда Улуг-Мухаммеда выходит 30-тысячное русское войско, чтобы разбить. И как пишут летописцы, понимая безысходность своего положения, но в грязь лицом не привык ударить, он принимает вызов и под деревом, прочитав 2 раката намаза, со словами Аллаху Акбар, отправляется в бой. И, как пишет именно русский летописец, ярость татар была отчаянной.
так сказать, отступать некуда. И вот эта борьба закончилась тем, что русское войско 30-тысячное было полностью разбито. А почему разбито? Чувствуя превосходство силы, русское войско, ну, как бы расслабилось и не была настроена на такой бой. Посчитали, что они так визуально напугают отряды. И разбив русское войско, с оставшимся отрядом, в этом бою погибает один из его зятьев, а, как мы знаем, женились в то время рано, детьми обзаводились. И он уже уходит из Подмосковья, грубо говоря, и доходит по берегам реки, по-моему, Хопер, до Суры доходит. Сура – это у нас вот Ульяновская. И вот с той стороны, вот если по карте смотреть, он заходит на территорию булгарского бывшего княжества, а теперь оно уже, когда из булгарские князья переселились вот в Иске-Казань, они стали называться казанскими князьями, то есть название сменилось. И он приходит на территорию Иске-Казань. И сместив булгарскую династию, а как сместив? Просто убив, он занимает престол. Почему именно здесь? Здесь когда-то для наведения вот объединения этих сил, когда-то был его дядя направлен. Еще вот в их взаимоотношения между семьей. И он хорошо знал и географическое положение, и материальное положение, и именно то, что это мусульманское государство внутри Поволжья, где были хорошие торговые пути. И сместив булгарскую династию, это было в 1437 году, становится он у власти Казанского ханства и объявляет себя ханом. В 1938 году, помня о том, что его Василий II обидел, он начинает тихо мстить. Ну как, совершать набеги. Это то, что всегда занимались монголо-татары. Ну, никого не хочу обидеть, но принято так говорить. Монголо-татары или войско чингизитов занималось тем, что вторгалось на земли соседей, забирало то, что считало нужным, и увозил домой. И вот такая же ситуация начинается в 1438 году. Но главное желание было у Улуг-Мухаммеда взять Нижний Новгород. Он его захватывает. В 1938 году он идет же также с походом до Москвы. Москва в осаде, но не смогли победить, слава богу, как говорится. И Улуг-Мухаммед отступает и начинает усиленно готовиться к тихой своей такой мести. И уже в 1445 году начинается вот этот решающий поход на Русь, когда он решил отомстить сполна и за все. Как сказать, долг платежом красен, не поделили. И войско было у Улуга Мухаммеда значительное, потому что во главе войска всегда стояли его сыновья, а по официальным там статистике чуть ли пишут не 80 сыновей у него за его жизнь было, но в истории остались имена 8. Таких, которые действительно были известными полководцами, возможно, кто-то там умирал раньше, многие переходили последующим на службу на Руси, но за это получали удельные княжества небольшие или какие-то города в пользовании. Всем нужна была земля и доход. И начинается вот эта знаменитая битва, вернее бой, сражение, как там правильно сказать. И Улуг Мухаммеда во главе войска, он не стоял, он находился в ставке под Нижним Новгородом. Но Нижний Новгород был уже взят, это основной русский город тоже был, как портовый город. Ставка его была там, но во главе войска стояли его сыновья Якуб, по-моему, если я не ошибаюсь, и Махмуд. И в решающей битве под Суздалем, небольшом городке Юрьеве, Василий III, тяжело раненый, попал в плен. В плен попали и два его братья, двоюродных, которые командовали войсками. И раненого Василия II отвозят в ставку Улуг Мухаммеда. Вот так произошла встреча через 8 лет, как он ему отказал в помощи. В ставке под Нижним Новгородом небольшая крепость была. Что они там при этой встрече говорили, никто не знает. Но, наверное, сказал: «Здравствуй, Вася». Что-то в этом духе. Вот мы и встретились. И начинаются переговоры. И вот в ходе этих переговоров это осталось закрытой темой. Василием II были подписаны условия договора, которые не оглашались на Руси. И на Руси началась паника. Он подписывает договор, по которому, до сих пор об этом историки говорят, что же такого произошло и что жизнь князя так стоила, что
в обмен на сохранение жизни была отдана вся княжеская казна. Казна была вот пустая, то есть вся перешла Улуг-Мухамеду. Называется, не хотел по-хорошему Вася, вот забирай все, так получается. И уже 1 октября Василий II возвращается в Москву. При этом все пленные, которые попали по договору, который он подписал, казанцы продают на невольничьих рынках. Основные невольничьи рынки были 2 города. Это современной Феодосия, откуда отправляли русских рабов на восток, в основном гребцами мужчин, девушек в гаремы или в прислуге. И в районе современного города Астрахань, вот в этом районе, были вот 2 невольничьих рынка, откуда они торговали. И вот по договору, который он подписал, то есть отдается вся княжеская казна, которой, как я говорю, о которой до сих пор историки спорят, что же такого могло быть, что человек всю казну отдал, только называется «оставь меня живым». При этом продаются все захваченные рабы, и во всех русских городах назначаются казанские, как наместники, правители, которые полностью контролируют сбор налогов. И с этого момента Василий II платит дань не Кичи Мухамеду, который в это время захватил власть Орды, а Казани начинает платить. Вот именно по договору 1438 года. По возвращению в Москву вот эти шепоты, разговоры идут, что же такого произошло. Через 3 месяца его ослепили свои же родственники. Для чего это делается? По закону того времени слепой человек не имел права управлять государством. То есть он лишался престола. Но Улуг-Мухамед приходит на помощь вместе с сыновьями, его сыновья помогают Василию II вернуть власть. Но вот эти дрязги между родственников Рюриковича, она продолжается. И этой же осенью, вот именно 1445 года, в этой же крепости скончается Улуг-Мухамед. Почему его и нет на территории могилы Казанского Кремля, только его сына начинается и дальше потомков. Считается, возможно, он или в Иске Казань был похоронен, привезен, или там же в крепости похоронен. До сих пор это неизвестно. Одни историки писали, что его убил якобы в споре его сын, другие утверждают, что нет документов таких. Но факт то, что именно после подписания всех этих договоров, потому что Василий II восстановил свою власть, и при этом во многих городах русских в обязательном порядке были построены мечети. В обязательном порядке. И вот в 1445 году власть переходит к его сыну, старшему, тому самому Махмуду, которого он хотел отдать когда-то Василию II в заложники. И вот хан Махмуд становится, на Руси его звали Махмутек, как бы чтобы отличить от отца, тут Махмуд этот Махмутек, хотя оба Мухаммеда были. И начинает править Казанским ханством. И вот именно он переносит столицу с Иске Казань в ту самую крепость пограничную, северную, которую мы привыкли, вот как сейчас считаем, наш Казанский Кремль. Вот это и есть территория будущей ханской резиденции. Ханская резиденция в последующем делилась у нас на 2 части. Это ханская и административная. Современная территория Благовещенского собора на территории Казанского Кремля, это вот и есть пограничная зона была. То есть здесь был огромный оборонительный ров, и за ним начиналась стена вторая. А территория Ханского дворца – это современное здание вот президентского дворца. Она 1 к 1 стоит на территории Ханского дворца. Это показали раскопки. Знаменитая наша башня Сюмбике, она стоит на половине фундамента старой сторожевой башни, которая в последующем была построена. Башня называлась Великая, от того, что была очень высокая. И обзор с высоты этой башни сторожевой велась. Продвижение войск было видно вплоть до Ташовки. То есть, кто, вот, как бы сказать, примерно знает, где у нас Ташовка, это приличное расстояние вниз по Волге, вот передвижение войск. И вот эта территория начинает обустраиваться. И с этого момента Махмутек правит в течение 21 года Казанским ханством. Он получает дань от Москвы, плюс ко всему имеет доходы от сбора налогов, и плюс ко всему Казань становится центром торговым. Видимо, с этой целью он и переносит столицу сюда, чтобы больше контролировать вот это торговые пути. У нас на Волге, напротив Услон, вот этот знаменитый остров Маркиз, это вот бывший гостиный остров.
Это вот не та макушечка, которую мы сейчас видим. Это у нас после пуска Куйбышевского водохранилища так стало. Это был остров протяженностью 3 километра и в ширину полкилометра. Это вот тот самый гостиный остров торговый. И на дальнем устье, это напротив Услона, ближе туда, получается, Каракчино, был вот этот знаменитый порт, откуда все суда и шли в Казань. Потом они разгружались по Казанке шли, потом дальше по Булаку. Булак – это канал, который соединялся с Кабаном. И вот эта торговля шла. Казань была центром, который контролировал торговлю пушниной. Вся пушнина, что шла с севера, шла через Казань. Казань имела с этого свой доход. Я как-то у себя на странице писала о налогах, и это более подробно можно потом почитать. То есть весь товар подлежал налогообложению. То есть были сборщики налогов, навозной товар, на вывозной товар, его клеймили, собирался весовой сбор. И вся система, модель управления Казанского ханства, она была 1 к 1, так как было устроено еще Чингисханом управление Монгольской империи. И вот по такому же примеру была устроена модель государства, именно Казанского ханства. А Василий II, оставшись у власти, он уже навсегда зависит от Казани теперь, но для того, чтобы еще удержаться у власти, когда его ослепили, он бежал из города, а при нем был его 5-летний сын, это будущий князь Иван III, дедушка Ивана Грозного. И вот эта вся ситуация была на его глазах. И для того, чтобы удержаться у власти, 6-летнего Ивана сосватывают за княгиню Марию Боровскую. Им было лет ей по 10. То есть уже в то время они официально были обвенчаны. То есть заочно, как сказать. То есть в последующем, когда они достигли совершеннолетия там церковной, их обвенчали. И так именно вот был сосватан дедушка Ивана Грозного будущего. Именно вот на этих кабальных условиях. А с 10-летнего возраста он начинает быть соправителем отца. Он присутствует на всех международных переговорах, на всех торговых переговорах. Он вел всю дипломатическую переписку, всю торговлю. Все контролировал он с 10-летнего возраста. И после того, когда Василий II скончался, Иван III уже к государственной службе был подготовлен. И, естественно, вся цель его последующей жизни была выйти из-под влияния Казани, который когда-то на кабальных условиях подписал его отец. Вот это была цель всей его жизни. А в Казанском ханстве 1445 года по 1466, если я не ошибаюсь, правил хан Махмуд. Это второй казанский хан. Он оставил крупное экономическое государство, которое окрепло, которое контролировало все с большими доходами, с хорошим войском. И здесь шла хорошая торговля и русских князей, и русских купцов. Но после его смерти в 1666 году к власти приходит его сын Халил. Он правил недолго, всего 1 год. И вот когда вот этот Халил правит, в этой ситуации решил вмешаться Иван III, который пришел к этому времени к власти. Почему вмешаться? Потому что по старшинству власть в Казани должна была перейти не к Халилу, а его дяде Касиму, который был в это время касимовским правителем и был подданным именно русского князя. Он подбивает Касима идти на Казань и забрать власть, и сам ему этому помогает Василий III. Но подойдя к Казани, к нему навстречу вышло войско, и Касим, ретировался, решил не связываться, ушел, и где-то через год он уже скончался. А жена Махмута, то есть вот мать Халила и будущего хана Али, она была отдана замуж за Касима. И уже после смерти Касима она обратно возвращается в в Казань. Это в исламе называется право ливерата. То есть по праву ливерата вдова переходит к брату. Не от того, что так хотелось, а от того, чтобы имущество вдовы осталось в пределах одной семьи. И чтобы дети не остались без имущества. Это вот с этой целью, чтобы в другую семью не ушло. Только с этой целью заключались вот эти браки ливерата. Халил правил недолго, 1 год.
его захоронение тоже есть указано на территории нашего Казанского Кремля. Третьим ханом становится хан Ибрагим. Вот хан Ибрагим у нас в историю Казанского ханства вошел уже как полководец. Он правил 12 лет, такая же экономическая стабильность, также все хорошо идет. И вот когда начинает править хан Ибрагим, Василий III и вот начинает готовить свой поход, чтобы отобрать, вернее, выйти из-под власти. Договор уже подписан был, и начинается вот эта подготовка. Но у нас за Казани есть вот вятские земли, которые в то время были свободны. То есть вятские земли это было, ну, независимая как бы община жила, которая занималась в основном, ушкуйники это были, ну, своего рода пираты, только речники. И Казань и туда, как сказать, наложила лапу и получала доход с этого времени. А русское княжество хотело свои доходы получать с этих земель. И вот эти тоже тяжба начинается. Василий III собирает войско и идет на Казань. Это 1467 год. Навстречу ему выходит хан Ибрагим. Называет, спрашивает, что хотите. И эта вот войсковая операция опять заканчивается переговорами, по которому все остается прежним положением. На этом они тихо, мирно расстались. Но Василий III не успокоился, а начал искать ходы и выходы. И он, когда ханское войско повернулось обратно в Казань, по пути ограбило несколько городов русских. Вот это и стало причиной, что Василий III идет на войну. И начинаются очередные противодействия между ними. В 1479 году, после 12-летнего правления, хан Ибрагим скончался. Наследником должен быть его старший сын. Старшим сыном был Али. Но дело в том, что хан Ибрагим было две жены. Одна была Нурсултан, вторая Фатима. Эти женщины обе из рода Идыгея-Ногайского. Это Беклербеки Золотой Орды были в свое время, потом Беклербеки во всех, так сказать, монгольских государствах. И именно женщины вот этого рода становились женами казанских, крымских ханов, астраханских, касимовских и сибирских. Вот через своих женщин фактически ногайцы и контролировали, и получали свой доход. А ногайцы на тот период были основными поставщиками коней, скакунов, и с этого тоже имели свой доход. А с Руси, с других государств получали ткани, оружие и все остальное, и меха. И старший сын Али, то есть остается у власти. Нур-Султан через год покидает Казань вместе с своими двумя сыновьями и дочерью. Ее сын был старший Мухаммед Эмин, младший Абдул-Латиф и дочь Гауршанда. Кавгаршат, ее по-разному в истории называют. Но она выезжает через Москву в Крым. Почему она едет в Крым? Там служит у хана ее брат. Одна из дочерей хана замужем за ее там братом. И вот так оно переплетены они были. И вот она принимает решение выехать в Крым, но со своей перспективой. И едет она через Москву, заезжает к великому князю Василию III, с которым она выросла вместе. Ее отец служил на Руси, и они с детства знали друг друга. И Василий III когда-то потом ей даст клятву, что Казань будет всегда вотчиной твоего рода. И вот эту клятву он и будет потом в последующем держать. Нур-Султан, заехав, так сказать, в гости к Василию III, оставляет старшего сына у Василия III и говорит ему, будь ему за место отца. И вот ее старший сын Мухаммед Эмин с перспективой в последующем занять Казанское ханство остается на воспитании у великого князя Василия III. Ну, ему еще будет выделен, по-моему, если я не ошибаюсь, Коломна в кормлении, то есть доход с этого города получается. А Нур-Султан уезжает в Крым, и через год она становится женой крымского хана. И в историю она войдет как ханша 3 гаремов. И в течение 20 лет все взаимоотношения Крыма, Москвы и Казанского ханства регулировала именно она. Она всегда старалась избежать вот этих военных действий, и чтобы, как сказать, ее дети со временем получили власть. И вот, как сказать, хан Али, когда пришел к власти, правящая верхушка начинает, а в Казанском ханстве было управление диваном,
диван – это своего рода кабинет министров, который много решал. И вот эта дележка мест начинается между местной верхушкой, и начинаются вот эти распри. И вдруг всем надоел хан Али, решили Абдул-Латифа. И отправляет гонцов в Москву, чтобы им прислали Абдул-Латифа. Иван III, благодаря, как сказать, будучи благодарным казанцам за это, приезжает со своим войском в Казани, а Али уже успел бежать и бежит к своему тестю, известному этому Мусе. Это Муса, руководитель, как сказать, Орды Ногайской, который был именно, Али был женат на его дочери, вот к чему я говорю. Он уже бежал в Ногайскую Орду за поддержкой к тестю, и в это время просто привозят Абдул-Латифа и сажают на трон. Этого еще, так сказать, ну, ему, по-моему, лет 14-15 на тот период. В течение года все переругались опять. И Абдул-Латиф. Теперь новых послов отправляют и уже хотят обратно Али. Али возвращается уже при поддержке своего тестя. А тесть был в хороших отношениях с русским князем. И то есть все сделали для того, чтобы Али вернуться. Али возвращается, начинает свое правление, но в очередной раз его предали. Его предали в очередной раз, и Василий III, воспользуясь этой ситуацией, подходит к Казани, берет вот в осадное кольцо. Осада шла 50 дней, и уже казанцы сами открыли городские ворота, ну это, естественно, не жители, а княжеская верхушка, и сдали князя с семьей в плен. А Абдул-Латиф стал править Казанью. Вот как в свое время Иван III обещал Нур-Султан, что Казань будет вотчиной твоего рода, так оно и стало. Али будет отправлен сначала вместе с семьей, с матерью, с женами, с детьми в плен в Москву сначала, в тюрьму. Оттуда они будут отправлены в Вологодскую ссылку. Это в Вологодском крае было место Белоозеро, где вот и находилось место ссылки. В последующем туда будут не только казанские князья, но и касимовские ссылаться. И там же он и скончается. Уже в последующем его, как бы сказать, потомки уйдут на Русь. И вот начинается правление на Руси Абдул-Латифа, и когда, Мухаммед Эмина, и вот когда он посадил на трон Мухаммед Эмина, вот тогда и Иван III забирает себе титул князь Булгарский. И в последующем он везде уже пишется князь Булгарский. Этот титул отошел Ивану III. Почему в последующем уже его внук Иван Васильевич идет на Казань, мотивирует тем, что правопреемница булгарского княжества – это Казанское ханство, а титул принадлежит ему. Он князь Булгарский, соответственно, он должен быть этим ханом Казани, вернее, царем казанским, как тогда писали. И вот под этим соусом в последующем и начинается подготовка Ивана IV в поход на Казань. Но в это время и политическая, и экономическая ситуация уже поменялась. В это время уже произошли здесь, Абдул-Латиф уходит из-под, как сказать, влияния, старается уйти Василия III, Ивана III, потом Василия. И вот эти распри начинаются, и уже когда придет к власти Василий III, отец Ивана Васильевича, он же ведь не уберет Абдул-Латифа, он отправляет гонца в Крым с письмом к Нур-Султан, где пишет «Угомони сына». И Нур-Султан выезжает из Крыма сначала в Москву, где с ней мило беседуют, оттуда она отправляется в Казань, где она проживет 9 месяцев, чтобы вправить мозги, по-русски сказать, сыну, хану. И только через 9 месяцев вот Мухаммед Эмин и подпишет все договорные условия, которые ему поставит Москва. Но султан пыталась сохранить вот ханство. Хотя политическая ситуация была такая, что Москва могла уже присоединить к себе Казанское, но дело в том, что было дано клятвенное слово, что Казань будет вотчиной твоего рода. Они поочередно правили, Мухаммед Эмин и его брат Абдул-Латиф. Еще несколько раз. Но Абдул-Латиф была, как сказать, воспитание другое. Он вырос в Крыму, а Крым под влиянием нас Турции. Там немножко другое отношение.
И начинается так же, как он только садится на ханский престол, он начинает грабить соседние районы, нападать. И вот его тоже так же смещают, перемещают вот их по очереди. И в итоге кончается тем, что они поочередно умирают. И вот на этом родовая ветка основателя казанского рода Улуг Мухаммеда заканчивается. И правящая верхушка решила пригласить крымского правителя. Хотя Москва решала своего посадить человека, но верхушка переубедила. И вот так появляются на нашем Казани представители крымской династии чингизидов, тоже Тука-Тимуриды, это гиреи. Сначала был Сахиб-Гирей, потом он уезжает в Крым срочно на вызов, там забирает власть, а здесь оставляет у власти своего племянника, вот этого как раз Сафа-Гирея, которому был на тот период, по-моему, 14 лет. И именно у Сафа-Гирея будут договорные обязательства, когда Русь обязалась то-то, то-то платить, еще Сахиб-Гирея. И есть такая историческая личность, по-моему, Кляпин-Еропкин, посол был, который, сопровождая Сафа-Гирея молодого, выпросил у него вот это договорное обязательство и тут же его съел за то, что в последующем и получил владение и титул. Вот за то, что это вот обязательство скушал в повозке, в карете. И вот после смерти уже Нур-Султан и влияние ее отпадает, и ситуация меняется, и приходит новая династическая ветка на Казанский престол, которая вышла из-под контроля. И вот начинается вот это длительное противостояние между Казани и Москвой. К этому времени московская казна истощается. Иван IV у нас родился в 1530 году. В 3 года отец умер, он остается при матери, 8 лет ему было, скончалась его мать, но она перед смертью привела первую денежную реформу в России и, как сказать, экономически укрепила бюджет для сына государства, скончалась, и остается вот у власти этот мальчик. О Иване IV не будем говорить, противоречивая личность, но не надо забывать, что его мать Елена Глинская, потомок того самого Мамая из Золотой Орды, который после поражения Мамая его сын вот станет Глинским. По отцу Рюрикович, но не надо забывать, что его бабушка была из рода палеологов и византийских императоров. И это все равно какой-то создает ореол, ну, как сказать, величия. И выйдя из-под опекунов, а совершеннолетием, по-моему, если я не ошибаюсь, было 15-летний возраст, тогда на Руси считался совершеннолетием, он уже отказывается от опекунов, и потом идет последующее его венчание на царствование, бабушкой организованной с дядей, потом его женитьба. И в это время, когда казна пустая, создается новый класс такой, как вот стрельцы, армия новая создается именно при Иване IV, создается судебник, новый законодатель прав. Казна пустая, как я уже сказала, стрельцы, пришедшие служить, не имеют дохода. И вот начинается вот это, как сказать, переживание, где деньги взять. В это время еще случился большой пожар в Москве, а рядом митрополит, который ему и говорит: у тебя Казань под пазухой, а ты бедствуешь. И вот начинается. У нас всегда разные пишут 3 похода Ивана Грозного на Казань, 4 похода. Но один поход, если так считать, было всего 4, но один поход из них, он не дошел до Казани. Он дошел только до Нижнего Новгорода. В это время началась оттепель, хоть и февраль месяц, и оружие ушло под воду, то есть пушки. Воевать не с чем было. Он для устрашения послал там отряд Бельского к стенам Казани, но это так вот чисто бутафорской, и вернулись обратно. Потом уже вот поход 49-го года, опять поражение. Казань все эти годы, вот в течение того, когда Сафа-Гирей правил, она всегда готовилась именно к обороне. И все эти его период правления именно Сафа-Гирея укреплялся и город, крепости, строились посады. Таких на Руси еще не строили. Вот это камеры срубы, как вот по-русски сказать, срубы бани, и там набрасывались камни, земля, чтобы не пробивался снаряд. И начинается вот эта подготовка. И уже очередной поход, когда Ивана IV было, потерпели поражение, и именно
Почему потерпели поражение? Продовольствие было под Арзамасом, это там были русские продовольственные базы, это значительное расстояние, если по карте посмотрите. Потом еще в районе вот Мордовии, где Темников, там был город Темников, там были какие-то склады. И ему, царю, доказывают, что нужна близко военно-продовольственная база. И, как сказать, инициатором строительства и предложения этого был один из представителей династии Икичи Мухаммеда, это противоборствующий с Улу Мугамедом, представитель, это Касимовский царевич Шах Али. Он 3 раза был казанским ханом поочередно тоже. Его брат был казанским ханом. Вот первым мужем именно нашей царицы Нур-Султан был его брат Джан Али. И именно он дает вот эту идею, что нужен русский форпост поближе к Казани, чтобы именно взять город. И вот эта идея, когда потерпели поражение, именно было выбрано вот то самое место, где мы сейчас знаем, Свияжск. Царю показали, когда уже войско отступало, ему показали, что вот именно хорошее это место. И в зиму, по-моему, 51 года, с 50 на 51 в отчине бояр Ушатых начинает рубиться лес. Был такой инженер, первый, его считают первым русским инженером, Иван Григорьевич Выродков, который и спроектировал этот город. То есть был вырублен лес, собран там вот эти дома, все постройки, потом разобраны на плоты, на строение, пронумерованы, это как там номеровали они по-своему, мы не знаем, как номеровали, связаны в плоты, и уже в половодье, когда навигация там началась, были вплавь пущены по реке. И так они добрались, ну, естественно, сопровождающие были по берегу, добрались до Свияжска, и здесь именно в мае месяце прибывает Касимовский царевич Шах Али, который был на службе всегда у Ивана IV, и был под его влиянием, и зависим от него, прибывает с большим отрядом и касимовских, и тех татар казанских, которые были в эмиграции, которые попали в опалу в период правления предыдущих ханов. И начинается строительство вот этой самой крепости Свияжск, которая была построена за 28 дней, именно потому, что она была разобрана на плоты, пронумерована и собрана вот за 28 дней. По договору 1551 года у нас в это время, в 1549 году, умирает хан Сафа Гирей, правитель из Крымской династии. У хана было 5 жен. Старшие сыновья его были отправлены на военное воспитание в Крым к родственникам. Возможно, этому содействовала его жена Сюмбике, которая к этому времени наконец-то родила наследника. Она родила только в 1946 году, то есть на период его кончины, ему было около 3 лет, неполных 3 лет. И, видимо, она все-таки представляла своего сына ханом. И после его смерти в 1549 году гонцы отправляются в Крым за его старшими сыновьями Буляк и Мубарек. Старший был Буляк. Крымский хан, вот тот самый Сахиб Гирей, у него были свои планы на Казань. Он в это время был занят Турцией, своей там властью, и он этих сыновей заключил в Инкерманскую крепость, закрыл. И не отдал, то есть он хотел своего ставленника туда. И вот этой ситуацией воспользуется Кущак Аглан, который служил в Казанском ханстве, он был руководителем ханской гвардии. И он вот предлагает Сюмбике объявить ее сына ханом, раз те закрыты в крепости, а она при нем регентом. И уже Москва отправляет, Казань отправляет гонцов в Москву с тем, что новый хан именно Утямыш Гирей, 3-летний сын. А Сюмбике правит при нем. При рождении ей было дано имя Суюн. Во всех исторических документах, посольских книгах она пишется царица Суюн. Переводится это как радость, отрада. Но в период своего правления, когда она пришла к власти, она значительно снизила налогообложение. Потому что налогообложение было в ханстве высоким, и уже в 1546 году многие чувашские князья, а это горная сторона, та сторона, которую мы сейчас считаем Верхнеуслонский район, это в основном горная сторона, и многие чувашские князья ушли под власть Москвы, потому что Москва им предложила условия
на 3 года освобождения от налогов. Налоги в то время играли тоже значительную роль. А в Казани они были на тот период уже непосильные. И в Казани часто уже происходило такое при новой вот этой власти Гиреев, что наследство, которое оставлялось, предположим, от отца сыну, хан мог отобрать и отдать своему родственнику. И многие те коренные жители, которые были у нас в Казанском ханстве, это представители и тех булгарских князей, которые когда-то потом ассимилировались с чингизидами, и те коренные чингизиды остались, за бортом жизни. И вот это была одна из причин, это на мой личный взгляд, что тяжелое материальное положение, потеря статусности сыграла вот эту роль. И начинаются вот эти активные переговоры уже за спиной Сюмбике, а она все-таки продолжала прокрымскую политику мужа, то есть ее сын по сущности все равно Гирей, а она правнучка основателя Ногайской Орды, она из Ногайской Орды. В свое время, когда ее муж Сафа Гирей терял власть, он просил поддержку у ее отца, вот того самого Юсуфа Бея, от которого потом и пойдут Юсуповы на Руси и в Российской империи. И Юсуф ему давал войско, чтобы вернуть власть. Это было немного раньше, но за это он должен был отдать горную сторону нагайцам. Получив войско, а с войском приходил ее старший брат Юнус в Казань, он помог власти вернуть, Сафа Гирей, выражаясь современным языком, кинул всех. Получив власть, а в залог у него был оставлен гарем. В это время Юсуф Бей где-то в Астрахани воюет, там что-то отвоевывает. Юнус сопровождает его. И он у Юнуса выманил обманом гарем свой. Он забирает залог свой и больше ничего не отдал. И вот противодействие между ними, как родственники, начинается еще и с этого. Что им в свое время нагайцам была обещана горная сторона. С нее они должны были получать доходы и на себя, на свой бюджет. Помимо того, что еще лошади и участие в боевых действиях других князей. И вот то, что их обманули, в последующем они и не поддержали, свою родственницу Сюмбике, потому что их уже один раз обманули. Юнус в последующем уйдет на службу на Русь также, как и ее остальные братья. И в 1551 году вот эта правящая верхушка начинает вести переговоры именно в Свияжске с представителями русского княжества. А одним из представителей был как раз вот этот касимовский царевич Шах-Али, который поочередно у нас правил то Казани, то Касимовым. Но еще не надо забывать, что его брат был когда-то казанским ханом, был женат на Сюмбике, и он был задушен в ее спальне. Он так был, Джан-Али, его, могила тоже у нас на территории Казанского Кремля. Он был задушен в загородной резиденции казанских ханов. Это как раз Иске-Казань, та самая и есть. Это была уже в последующем загородной резиденции казанских ханов. И после этого, когда все это было обговорено, а в переговорах принимали участие вся правящая верхушка, это представители рода Ширинбеев, которые из поколения в поколение практически были руководителями дивана, Карачебеки они были, это наследственный титул, то есть основной решали они в государстве, и Саид Кул-Шариф, хотя правильно говорят Кул-Ашраф надо говорить. Он, его титул говорит Саид о том, что он потомок пророка от дочери его Фатимы. Титул Саид просто так не давался. И вот эти переговоры заканчиваются тем, что 11 августа 1551 года по условиям этого договора за сохранение привилегий за титулованной верхушкой, за сохранили год, они сдают в почетный плен ханшу Сюмбике вместе с сыном. В это время Кушак Аглан уже бежал, и по этому договору, который был подписан в Свияжске, они должны были сдать и его сыновей. Вот вместе с ним, с ханом Утямыш Гиреем, и были сданы дети Кушак Агланом. 11 августа 1551 года река Казанка, все знают, старое русло, по этому руслу подплыли струги, это речные суда такого плана были, Казанки, и делегация направилась в сопровождении казанских князей на территорию крепости. Тогда не говорили Кремль, крепость.
И вот зашли в ханский дворец, и, как описывается летописец, вошел в тронный зал Адашев, Алексей Адашев, это правая рука на тот период была у Ивана IV, и говорит ей, как народный Баид пишет: «Поймана ты, вольная царица Казанская, послан я его повелением забрать тебя». И вот с этого момента, то есть ей сообщается о ее аресте, ее арестовывают, вместе с ней ее сына. Единственное, она просит дать разрешение ей попрощаться с мужем ханом. Муж ее, хан, был похоронен вот как раз в нашей башне Сюмбике. Она стоит, я как уже сказала, на месте сторожевой башни, а за ней была главная мечеть, которая после смерти мужа содержала на свои деньги Сюмбике. И вот это название прижилось за мечетью, Сюмбекова мечеть. При этой главной мечети была усыпальница ее мужа, тюрбе. Ну, у нас вот мавзолей говорят, в исламе это тюрбе. И вот эта усыпальница ханская, она как раз находилась вот за этими воротами. И она просит разрешения попрощаться с мужем ханом. Хотя до этого велись переговоры, что ее взять должен в жены Шах Али, как по правилу Леверату. Но Шах Али ее категорически как бы боялся, так как уже брат был задушен намного раньше. И как по преданию говорят, не знаю, насколько это достоверно, что и она хотела быть женой его, чтобы сохранить у власти. И она посылает ему в подарок рубаху. И это как вот в французских фильмах, рубаха была пропитана ядом. И то есть чувство якобы, что Шах Али, что может на его жизнь покушается, эту рубаху одевают на приговоренного к смертной казни, который мгновенно умирает на глазах у всех. И вот якобы это и решил из того, что Шах Али категорически отказался на ней жениться. И у них отношения не складываются. Все это в переписке Ивану Васильевичу докладывали. Все это, во-первых, шпионы были везде, которые русская казна хорошо оплачивала. Все доносили, кто сказал, что сказал. Все это в переписке описывают, что и в спальню-то он к ней не ходит, и все это фиксировалось. И вот как раз вот этот тот знаменитый баид «Плач Сюмбике». Это когда она заходит в ханскую усыпальницу и начинает оплакивать на могиле мужа: «Хан ты мой возлюбленный, хан ты мой любимый». Примерно вот так звучит. «Вчера я была вольной царицей Казанской, а сегодня я пешая раба. И возьми меня к себе, и вот и я тебе говорила, что придет время, и все мы потеряем». А ведь по преданию она обращалась к оракулам, и ей было предсказано падение Казани. И падение Казани предсказала вот эта царевна Гаршанда, дочь Нур-Султан. Она была убита по приказу Сафа-Гирея. Она была такая лидирующая, она погибла в возрасте 50 лет. По приказу Сафа-Гирея ее зарубили. И вот, умирая на руках князя Чуранарыкова, представителя вот этой практики, она и сказала, что Казань падет. И она все как бы предсказала. Но еще ведь в тот год, когда Казань первый раз выдала своего хана Али, это 97-й, если я не ошибаюсь, год, буквально там через месяц, что ли, было в Казани солнечное затмение, которое оракулы и расписали то, что вот как бы в последующем город ничего не останется. Это был вот именно период солнечного затмения. Но вернемся к Сюмбике. И вот Сюмбике долго оплакивала мужа. В ханскую усыпальницу вместе с ней зашли только представители ханского рода, потому что другие мужчины не имели права к ней подходить. Сопровождающий Адашев должен. Но за этот период, что пока ее готовили к аресту, была описана полностью вся ханская казна. А ханская казна на тот период – это оружие, драгоценности, ценная посуда, пили из золота и серебра, расшитые покрывала золотом. И это все подробно описывается. И, если не ошибаюсь, на 11 ладьях вот это все было погружено, и уже в 1551 году ханская казна была отправлена в Москву. Основное вот это было именно оружие, пушки. После длительного, так сказать, плача, вот это оплакивание, Сюмбике выводят ее, как бы там пишут, обливают холодной водой, поднимают, и все были поражены, что все лицо ее было уже как бы в кровь, она исцарапала себе, и от слез опухшие, и потому что все помнили, что приказ царя, что ее нужно доставить именно живой, и она должна была вернуться живой. И она выходит из усыпальницы мужа, а останки вот этой мечети, когда вот
мы на территории Кремля бываем, вот башня Сюмбике, здесь церковь, а между ними маленькие такие воротца есть. И вот когда вы зайдете вот в эти воротцы, не где башня Сюмбике, а рядом, там останки вот этих камней глыб, там сейчас уже их меньше. Вот это именно от ханских вот строений еще. Они уж, как считается, мусульманские святыни. И ведь в прошлые времена именно сюда, к башне Сюмбике, к старики приходили на пятничный намаз. Считалось, что как бы это намоленное место. И вот Сюмбике выводят из тюрбе, и именно в это ее спускают через Тайницкие ворота. Сначала в карету саживают, и к карете отправляют, отвозят потом на берег реки, где ее в судно переместят в Струги, как она тогда называлась. И вот она как раз, вот этот тот знаменитый ее поклон, когда она поворачивается к городу и низко всем кланяется. И город падет на колени. И вот ее усаживают в царские Струги, отправляют вплавь в сопровождение охраны, вплавь до Свияжска. В Свияжске потом уже ночь переночевали в Свияжске, но приказ, как я уже сказала, царя вернуть ее живой, а в дороге она пыталась покончить самоубийством, но как бы предотвратили это. И 5 сентября 1551 года она уже прибудет в Москву. Ее разместят на территории царского дворца, как и полагается. На крыльце ее встретит с поклоном молодая царица Анастасия Романова, и определена она будет жить на женской половине царского двора, так же, как и у мусульман на тот период на Руси была женская территория дворца и мужская половина. И вот после августа 1551 года начинаются вот эти все торги, дрязги-передрязги, к власти приходит Шах-Али, потом, это получается август, Шах-Али приходит к власти, опять всем он не нравится, опять не поделили казну. И 6 марта прибывает представитель опять царя Алексей Адашев и говорит Шах-Али, чтобы он сдал престол. По-русски сказать, извольте освободить место. И Шах-Али соглашается на все. То есть, как там пишут, что царь сказал, что даст тебе все, что ты хочешь в обмен за Казань, только освободи. То есть, представители Казани попросили русского наместника править Казанью. И вот с этим условием, а царю это на руку. И вот с этим условием, но ему еще ставят одно условие, что он должен на территорию крепости пустить русское войско, воинов, для того, чтобы встречу наместников. Вот как бы о Шах-Али плохо не говорили, но тем не менее он категорически отказался от того, чтобы пустить царское войско на территорию крепости, мотивируя это тем, что это вызовет бунт. Он сказал, что, как сказать, и власть я отдам, только никого не пущу. Но ему опять ставят условие, что, покидая крепость, он должен испортить все оружие. И в сопровождении царских вот этих представителей, стрельцов, ночью будет испорчен весь порох, а порох испортить как это, наверное, только водой залить. И тайно будут вывезены также все пушки. И так вот уже к 9 марта Казань останется практически безоружной крепостью. Будет представитель, и вот эти переговоры начинаются, Шах-Али выезжает из Казани со своей супругой, навстречу едет гонец готовить к присяге город. Население должно было выйти к устью реки Казанки, где на общем, как сказать, молебне прочитать вот эту присягу. И когда уже вот эта правительственная делегация 9 марта идет от устья Казанки к городу, от этой, как сказать, окружения отъединятся несколько князей, которые попросят разрешения, присягу должен был князь Микулинский принимать, выехать в Казань пораньше, якобы подготовить город для встречи. С этим их отпускают, и вот въехав в город, они объявляют, что все не так, как мы думали, нас обманули. Все будет по-другому. И закрывается крепость, и когда уже делегация царская подходит к городу, город закрыт, и вот начинаются эти многочасовые переговоры. Князь принимает решение, как сказать, в конфронтацию не идти, выждать время, ни к чему переговоры не приводят. И вот с этого момента и начинается вот это
уже ситуация подготовки к осаде. А русские князья, ой, простите, а Казань уже в это время отправляет гонцов за новым ханом. И был приглашен представитель династии также Тимуридов, простите, Тука-Тимуридов, который в это время жил в Ногайской-Орде, это астраханский царевич Ядыгер. И вот делегация тайно выезжает к нему, приглашает его на ханство, он прибывает со своим отрядом, перейдя вот эти переправы, и принимает ханство. И начинается подготовка к этой осаде. То есть на март месяц Казань, форпост был подготовлен. В это время это была первая русская военный поход, который был разработан по строгому плану. Это была первая русская операция по плану. Так обычно спонтанно собрались. Собрали урожай в августе месяце и поехали на войну. Это было потом, и многие же походы совпадали осень-зима, а после того, когда вот этот перепад температуры был, а вот я уже, как говорила, часть войска же ушло под воду в 1547 году, именно то, что погодные условия были. Теперь уже решили, вот пораньше, загодя, уже не до урожая. И вот этот поход начинается уже в июле месяце. В это время крымский хан Даулет-Гирей идет на Москву. Считаю, что уже там Казани пошли тоже. Вот это начинается сначала предварительная битва с Даулет-Гиреем. Даулет-Гирей разбит, и уже московское войско собралось и отправляется на войну для того, чтобы и казну пополнить, и расширить свои территории, и контролировать торговые пути. В свое время Иван III, когда Казань нарушила договор, а нарушил его Мухаммед Эмин, о том, что русские купцы неприкосновенны, и товар их тоже неприкосновенны. Это специальный договор подписывался между всегда государствами. И он устроил этот погром, когда были перебиты все русские купцы и конфискован товар. После этого Иван III же у нас закрывает Волгу, а закрывали Волгу. Волга ведь не такая была широкая. Это река была, то есть мелководье, глубоководье. Ее переграждали цепями, и ни одно судно не прошло. А русским купцам был указ: кто перешагнет, то есть лишается всего. Так была организована вот эта первая русская ярмарка, которую мы в последующем стали называть Макаревская, Нижний Новгород. Вот так это новгородская. И вот Казань потеряла свои лидерские позиции именно вот после Мухаммеда Эмина, когда он перебил всех русских князей. И купцов, и отобрал у них товар. И вот так в 1552 году русское войско в июле месяце собирается, и по новому разработанному плану оно должно двигаться двумя частями. Одно через Владимир, а второй как заградительный отряд через современную Ульяновскую область, так скажем, через Мордовию, и там уже ближе к Чувашии, к Алатыре, то есть оборонительный отряд, то есть держа оборону от крымских. Это были Великая степь, как называли тогда, незанятая линия обороны, по-русски сказать, вот так. И отправлялись войска. Ну, во-первых, все русское войско тогда, или царское войско, оно было практически наемное. Во-первых, были вот это новые отряды стрельцов созданы в 1550 году, русские стрелецкие отряды, которые в основном были из новобранцев, из обедневших семей, которым нужен был какой-то капитал. Потом здесь было большое мордовское формирование, большое астраханские царевичи прибыли со своим войском, Шах-Али со своим войском, все они встретились в Коломне и потихонечку тронулись. А отряд Курского, 20 тысяч человек, вот как раз был заградительным отрядом. А с Иваном IV отправились все остальные. Это был первый русский поход, когда во главе войска должен был идти царь. Был создан заранее военный совет, это вот по подготовительным операциям, когда именно распланировалось то, что Свияжск строит, как будут войны готовиться. И вот по этому плану все полковники, тогда это называлось воеводы, во главе штаба, решали они. Но царь на тот период как номинальная фигура, то есть он должен идти в главе войска, так как царь и войско – это одно единое. И для морального подъема. Лето 1552 года было очень засушливое. Войска всегда у нас передвигаются по побережью рек, чтобы было чем поить коней, вода нужна. И вот мелководные реки были все пересохшие. Вот такой был сухой 1552 год. Аномальная жара и в то время существовала, так что не всегда это только в наше время. И
по дороге, как пишет летописец, умерло очень много от цинги и от болезней, от недостатка воды. Люди мучились жаждой. И когда доходили до реки, то есть толпа набрасывалась, как вот летописец описывает, на воду, что друг друга давили. Вот так шли. Так они дошли до Бранчеева городища, это современный поселок района типа под Ульяновском, Сурская называется. Вот это 10-я сторожевая стоянка. Были расписаны сторожевые стоянки. За двое суток до этого впереди шли ертаулы, это своего рода как саперы, которые чистили дорогу для войск, потому что это был лес заросший. То есть все было по плану. Мимо поселения, которые проходили царское войско, их снабжало продовольствием, где в дар давали, а где и продавали. Среди тех, кто присутствовал, были иностранцы, были и англичане принимали участие, и итальянцы принимали участие. То есть это было интернациональное войско. Все ехали за деньгами, за добычей. Потому что легенда вот о том, какое это мощное государство, а ханство было действительно очень богатое, люди шли и в целях обогащения, а не только там героизм. И так, получается, где-то уже в августе, да, 16-го, если 13-го одна часть войска пришла, 16-го другая, августа уже 1552 года все войско соединилось в Свияжске. И войску дается 3 дня на отдых, на подкрепление. И именно 16 августа, когда начинается вот этот подготовительный процесс и переход, готовка к переправе уже на Казань, а визуально мы представляем Свияжске с Казани расстояние, и как речушки, и речки тут у нас, что надо переходить, переходит Камай Мурза Усейнов, который бежал из Казани с несколькими казаками, а казаки это рядовые воины, и переходит на сторону царя Ивана IV, и полностью выдает планы обороны города, и полностью рассказывает о том, кто создает ополчение. Помимо же города было еще ополчение в окрестностях создано. Вот эти планы выдал все Камай Мурза Усейнов. В последующем, после окончания вот этой казанского похода, Камай Мурза получит имение, которое сейчас мы называем село Камаево. Это вот как раз недалеко от Иске Казань. Он примет православие с именем Смеленей. От царя получит награду. Самая царская награда, это была золотая цепь на тот период, тогда еще орденов не было. Среди татарских князей, которые приняли православие именно при продвижении войск в Казани, были и те самые будущие Каменевы купцы. Это Мурза Макула. Именно царь ему даст от себя 2 иконы, которые в последующем были в роду Каменевых, вот эти 2 иконы. Но когда и как они стали из князей стали купцами, неизвестно, но они потеряли свой титул княжеский. И то есть таких добровольцев, которые принимали добровольное православие и переходили, было достаточно много. И в это время присоединяются добровольно донские казаки, сами пришли сюда, в Казани, и предложили свои услуги царю, но не за вознаграждение, а за то, чтобы в последующем получить земли. Те самые вот эти донские степи, которые казаки получат, это награда за казанский поход. Возглавлял казаков Сусар Федоров. Вот он и стоял во главе войска. И вот 20-го начинается потом переправа, 20-го все перебрались в Казань, и вот подходят к крепости, к нашей Казани. Визуально это можно представить. Со стороны Адмиралтейской слободы шло войско. Дублирующая дорога это Гладилово, где пороховой свод. То есть мимо Бежбалты. Народ, которые были в слободах, в районе Аракчино, это тоже было маленькое поселение. Народ уходил в крепость и сжигал свои поселения. И вот всегда говорят же о больших драгоценностях и казни, вот о золоте, о том, что, где казанские клады. Это, наверное, все идет оттуда, что когда русское войско подходило к Казани и началась вот эта как бы эвакуация, а загодя до этого по летописи 10 тысяч человек уже покинули окрестности, ушли вглубь территории. Но так как Казань был у нас торговым городом, здесь было много иностранцев на тот период. Не надо забывать, что у нас здесь была большая диаспора армянская, грузинская, это вот район Петербургской. Потом были бухарские купцы, которые на тот период стали монополистами по пушнине. И вот все, кто уходил в крепость, прятались.
забирали свои драгоценности с собой. И вот главной казной стала главная соборная вот эта мечеть, которым имамом главным был имам Кул-Шариф Саид. И вот все драгоценности Казанского ханства, всех жителей, были свезены вот как в госхранилище, в эту мечеть. И вот, наверное, вот эта легенда идет оттуда. А основная канская казна была вывезена в 1551 году вместе с Сюмбике. И вот когда к Казани подошло войско, оно расположилось как раз вот на Гостином острове, руководил всей этой операцией Шах Али, который хорошо знал. Он продвижение войск дальше идет, это по современной Московской улице, Нариманово. Нариманово, Татарстан, это вот пересечение дороги. Здесь потом расположится ставка царя, небольшой период будет. Современная улица Татарстана, туда к речному порту, это та самая знаменитая Крымская дорога. То есть дорога на Крым была водный путь. И вот это войско начинает передвигаться, и Шах Али со своим отрядом расположится, именно займет Кураишев Слободу, это район современного колхозного рынка. Дальше идет до Татарстана, я имею в виду, и на Песках расположится. А Пески – это парк тысячелетия. Вот. Это называется район Пески назывался. Вот это, почему на Песках расположился? Это была Ногайская дорога, чтобы ногайские отряды на помощь не пришли к Казани. То есть, когда подошли к городу, и как потом в последующем напишет в своих мемуарах Андрей Курбский, что город поразил всех красотой. Сейчас ведь Казань, нам кажется, стоит на холме, стоит, но не надо забывать, что после пуска Куйбышевского водохранилища уровень воды поднялся на 11,5 метров. И вот если вот это 11,5 метров убрать воды, то можно представить, и Казань, и река-то, Казанка, простите, была небольшой такой рекой, она только весной разливалась сильно. И вот это на высоком холмистом берегу стояла красивая крепость, которая поразила всех своей красотой.